Республика Коми по-прежнему надежный партнер, и на нас можно рассчитывать. Чемпионат мира по хоккею с мячом состоится в Сыктывкаре. По крайней мере, Николай Бережной в этом точно уверен. Понятно, что 2021 год все ближе, а в теме возведения Ледового дворца пока много неясностей. Прямой вопрос: когда и где министр спорта технично отпасовал в сторону коллег. Мы подготовили необходимое техническое задание и передали его в Минстрой Республики Коми. Чтобы было у вас понимание, мы спортивная отрасль, ведомство, и мы занимаемся и готовимся к непосредственному проведению чемпионата. Это проведение игр, быт, транспортная составляющая и так далее. Непосредственно строительством занимается Минстрой Республики Коми. Так нам тоже надо их как-то двигать, как мы успели это все сделать. Там двигается все в установленном порядке, есть сроки определенные регламентами. Хочу подтвердить, что республика готовится к проведению чемпионата мира в 2021 году. Сыктывкарский строитель во всей этой хоккейной теме верхушка айсберга. Его выступление в новом сезоне – это правильный эмоциональный фон региона. И, по словам наставника сыктывкарцев Павла Франца, команда это все прекрасно понимает. Игры первого этапа Кубка России – наглядное тому подтверждение. Единственное, что омрачает подготовку – тяжелые травмы игроков основы. Кубок нас немножко огорчил тем, что мы потеряли Антона Апелендера. Я думаю, что в этом сезоне он уже не выступит за нашу команду, так как травма была серьезная. На этом же кубке у нас одержал травму тоже Никита Свиридов. У него приводящаяся мышца, все еще он не восстановился, все еще не тренируется. Уже 4 недели, в принципе, он отсутствует. Работа с болельщиками у строителей всегда была на уровне, не станет исключением и новый сезон. Новые кричалки, розыгрыши призов, раздача спортивного мерча. На матч открытия с чемпионом хабаровским СКА-нефтяником вход будет бесплатным. Дальше по договоренности с активным фан-движением. Мы планируем 100 рублей. Это будет вход на каждый матч. Планируем, что у нас будут абонементы. При покупке абонемента на все домашние матчи планируем, что вход будет тогда стоить 50 рублей. То есть купил абонемент, скажем, 50 рублей будет всего вход. То есть билеты будут универсальные. Кто там единоразово пришел, допустим, билет будет вход стоить, скажем, 100 рублей. Хотел с вами посоветоваться, если, допустим, кому-то тяжело будет по бюджету, да, давайте это тоже обсуждать, но для женщин, подростков до 14 лет и всех социальных групп, это инвалиды и в том числе пенсионеры, женщины, вход будет бесплатный. Цены на билеты руководители клуба, похоже, впервые напрямую обсуждали с болельщиками, четко давая понять: вы часть клуба, ваше мнение имеет для нас значение. А это уже признаки большой и по-настоящему народной команды. Максим Васильев, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.